хотела бы вам, простыми словами, более конкретно, более четко, более ясно сказать о том, как сделать так, чтобы наше население стало здоровым. Давайте немножко проведем вот так вот дискуссию. Не только не я буду говорить, но и вы тоже можете выступить. Я хотела бы спросить, вы знаете численность населения нашей республики? 956 тысяч, примерно, да, эта цифра у нас она варьирует, но у нас нет миллиона даже в нашей республике Саха-Якутия, да, Ну а для того, чтобы мы вышли из провинциального синдрома, для того, чтобы мы стали самодостаточными, нам нужно сделать так, чтобы наше население все увеличивалось, увеличивалось и увеличивалось. И самое главное, увеличилось оно здоровым населением, тот население, которое могло бы охватить все эти территории, защищать нашу Российскую Федерацию, границы защищать, добывать все полезные ископаемые. Для этого мы должны быть, конечно, давать здоровых детей. Но, к сожалению, сейчас у нас в Республике Саха-Якутия ситуация такая, что численность населения, к сожалению, у нас падает. А почему падает? Наверное, те, которые постарше, они хорошо знают, 90-е годы, я об этом тоже говорил, Виктор Данилович, когда у нас пошла перестройка, было падение экономической ситуации, когда не было, продуктов на прилавках такого изобилия, о котором говорил Виктор Данилович, который встречается сейчас в 20-21 веке, тогда резко упала рождаемость. В 2 раза в Республике Саха-Якутия упала рождаемость. И дети 90-х годов, они сейчас вступили в репродуктивный период, то есть они стали взрослыми, и они, должны сделать так, чтобы наше население все-таки увеличилось. И по идее правительство, и президент нашей республики Саха-Якутия, они поставили нам какую задачу? Чтобы мы к столетию, нашей республики сделали так, чтобы у нас в республике было 1 миллион населения. А это кто рожает у нас? Это то поколение 90-х годов. И сейчас мы стараемся заинтересовать более взрослое население, то есть женщины более позднего репродуктивного возраста. Они уже родили, например, 2 детей, а мы их стимулируем, чтобы они родили 3-го ребенка, чтобы они родили 4-го ребенка. И сейчас, наше правительство сделало так, чтобы женщины, эти молодые, их мало, молодых сейчас женщин, поэтому у нас рождаемость упала, чтобы самое главное, они рожали, чтобы они вовремя начали рожать. Так, а кто-нибудь из вас знает самый оптимальный возраст для первых родов? Как вы думаете? Во сколько лет должна рожать молодая девушка для того, чтобы родить здорового ребенка? 25. Молодцы. Совершенно правильно. Где-то, в 20-25 лет. Когда я начинала работать врачом-акушер-гинекологом, мы женщин, которые рожали в 28 лет, представляете, в 28 лет рожали первого ребенка, у нас даже был такой диагноз у акушер-гинекологов – старая первородящая. Даже такой диагноз у нас был. Сейчас, конечно, мы жалеем женщин, мы их так не называем. Перешел у нас диагноз возрастная первородящая. Сейчас мы просто пишем первые роды в 28 лет, в 30, в 35 лет, например. А почему этот период, например, я как врач-акушер-гинеколог говорю о том, что первые роды должны быть до 25 лет, чтобы родить здорового ребенка. Оказывается, все-таки человеческий возраст у нас он ограничен нашей жизнью. И мы с вами родились, и какое наследство мы получили от своих родителей, оно у нас сохраняется, и мы передаем его своим детям. И чтобы наши клетки были здоровыми, те, которые ответственны за продолжение жизни, это в первую очередь, конечно, женская яйцеклетка. Она в организме женщины уже заложена, она есть в определенном количестве, и она должна быть молодая. А чем мы больше дольше с вами живем, тем больше мы претерпеваем всяких различных заболеваний, хронические заболевания какие-то. И они все бьют по этим, репродуктивным клеткам. Женская репродуктивная клетка – это яйцеклетка, а мужская репродуктивная клетка – это сперматозоид. То есть в рождении здорового ребенка, не только возраст мамы, но и возраст папы имеет тоже большое значение. Чем больше жизнь, к сожалению, тем больше эти клетки, на себе чувствуют удары болезней, которые перенесли в течение всей своей жизни, каких-то операций, каких-то лишений, каких-то побочных воздействий лекарственных препаратов. И это, конечно, сказывается все на этих клеточках.
И, к сожалению, тогда получается закладка не совсем правильная. И еще самое главное, для родов, для первых родов хорошо, когда у женщины ткани эластичные, они хорошо растягиваются. Женщина физически сильная, и она может хорошо и правильно родить своего первого ребенка. Ну вот наши врачи-акушер-гинекологи, которые работают в женской консультации, они чаще всего сталкиваются со случайной беременностью. Что такое случайная беременность? Ну, встретились по молодости, да, вот, зашли отношения, значит, дальше, чем цветочно-букетный период, да, и перешли, значит, в половые отношения. И, к сожалению, результатом этого, может быть, необдуманного поступка наступает беременность. И только после наступления беременности решается вопрос о семье. То есть идут, значит, регистрация брака, и только после этого как бы мы узнаем родословную своего отца будущего ребенка. Ну вот молодые девушки здесь сидят, но, конечно, я понимаю, что при встрече, если, значит, зажглась искра в отношениях, появились какие-то отношения, вы же не будете спрашивать, а мама у тебя чем болела, а папа у тебя чем болел, да, ведь? Вот. Но все равно, когда вот в течение вот определенного времени вы же узнаете друг друга, узнаете все равно и видите родителей, знакомитесь с этими родителями, да, вот, и все равно видите, какие родители, какое здоровье, значит, какая наследственность у вашего будущего, значит, супруга. Об этом тоже нужно знать. Ну и я, наверное, вот всегда говорю о том, что молодые люди, вот мы живем в семьях, и мы должны знать свою родословную. Да? Но вот более возрастное поколение, более, значит, старшее поколение, они знают своих, значит, бабушек, дедушек, прабабушек, да, прадедушек, и даже пра-пра-пра знают. И знают, какие могли быть наследственные заболевания в семье. Вот у нашей народности саха, значит, мы должны знать свое поколение до 7-го поколения. То есть не только пра-пра, а еще пра-пра. И наши вот, дедушки и бабушки, они были очень умными и очень зрелыми в этом плане. Вот, они старались находить себе невестку или зятя не в своем околотке, не в своей деревне. Они выбирали из другой деревни, чтобы не было родственных браков. Потому что, к сожалению, при родственных браках возникают, значит, наследственные нарушения, и тогда рождается больной ребенок. То есть об этом тоже надо знать. Но иногда нас же мало, нас миллиона нету. У нас вполне возможно, что мы можем, ну, первый брак распался, например, у ваших родителей, да, а вы об этом не знали, например, да, и у папы, например, есть сын, да, от другой женщины, например, да, а вот приехали в Якутск, поступили в университет, ну, не дай бог, вот встретиться. То есть вероятность у нас очень высокая в этом плане родственных браков. Поэтому у нас в Республике Саха-Якутия надо, ну, очень ответственно относиться, значит, к выбору своего супруга, партнера, отца своих детей. То есть надо очень хорошо все равно познакомиться с родителями, узнать родословную, да, ну не до 7-го поколения, но хотя бы, да, вот до прадедушек и прабабушек мы должны знать, и какие есть наследственные заболевания. Ну, в цивилизованных странах это решается несколько по-другому, да, там у них все, в брачном договоре все это оговаривается, например, да, а у нас, к сожалению, пока этого мы не дожили до этого. Почему? Потому что, к сожалению, значит, наше население в медицинском плане, оно, значит, не так образовано, как, ну, значит, в тех странах, где этому уделяется большее внимание. И вот поэтому мы, врачи, акушер-гинекологи, значит, которые изучили свою специальность, которые много посвятили, значит, своей специальности, и вот выходим, значит, читаем эти популярные лекции. То есть, значит, самое главное, вы должны знать свою наследственность. Вот. Ну и у мамы спросить должны, да, каким весом вы родились, закричали ли вы сразу, да, как ваше детство, значит, протекало. Вот иногда я спрашиваю ее, а молодая девушка даже не знает, каким весом она родилась, например, да. Вот, а потом я говорю, спроси у мамы, или мама приходит на прием, я у мамы спрашиваю. Оказывается, девочка была недоношенная, оказывается, не сразу начала ходить, не сразу начала говорить, от физкультуры была освобождена, например, да. То есть об этом тоже нужно, конечно, обязательно знать. Вот. И приходить к врачу-акушер-гинекологу не со случайной беременностью, а приходить к врачу задолго до того, как вы запланировали своего ребенка. Ну, хотя бы за 6 месяцев. Это самое оптимальное время.
А так-то вот, например, да, где платная медицина, где за инвалидизацию, значит, будет большой страховой взнос, например, они за год начинают готовиться к своей беременности. Не только женщина, да, готовится, начинает пить витамины, но и супруг, потому что сперматозоид – это та же репродуктивная клетка. Она несет половину всей информации. Поэтому и, значит, супруг и супруга начинают пить, значит, витамины, витаминный комплекс. В первую очередь это, конечно, витамин Е. Витамин Е, который у нас в аптеке продается, он есть во всех минеральных комплексах, наших витаминно-минеральных комплексах. А мы почему-то, значит, забываем о том, что эти витамины, особенно у нас на севере, у нас недостаток этих витаминов. И мы, врачи, видим результаты этих, недостатка этих витаминов. Это, во-первых, невыхаживание беременности, потеря беременности, рождение больного ребенка, к сожалению. Да? Но мы же на севере с вами живем. 9 месяцев у нас солнышка не хватает, зелени нету, свежих фруктов, овощей нету. Поэтому вот должны за 6 месяцев начать прием витаминно-минеральных комплексов. И в течение этого 6 месяцев вы должны в первую очередь пойти на прием к врачу-терапевту, к своему участковому врачу. Терапевту это спокойно. Сейчас страховой полис, вы записываетесь просто, да? Даже дистанционно можно записаться на прием к врачу-терапевту. И второй прием к врачу-акушер-гинекологу. Вы говорите о том, что вы планируете беременность. Ну и, значит, вас собирают анамнез, то есть спрашивают, как мама болела, чем папа болел, например, да? И при необходимости вас отправляют в медико-генетическую консультацию. Медико-генетическую консультацию. Там тоже консультируют врачи. И после этого, значит, мы вот как бы 6 месяцев пропили витамины, да, и вот планируем, значит, свое будущее потомство. И когда в течение всей беременности, значит, вот когда наступила беременность, самое главное, надо вовремя встать на учет по беременности. Это в первые 3 месяца беременности мы должны встать на учет и наблюдаться под строгим контролем врача-акушер-гинеколога. Ну, мы с вами живем в 21 веке. Но может быть такая ситуация, что вот наследственность, да, люди, в смысле, вот бабушка болела, какая-то наследственная болезнь была, мама не помнит, например, да, вот, или какое-то заболевание крови, например, да, было в роду, а мама тоже не знает точно, да. Вот генетики для этого у нас как бы и консультируют. Делается, значит, анализ супругов, у обоих супругов, и проводится это исследование. Если вы являетесь носителем какого-то, значит, немножко неправильного мутационного гена, да, тогда, значит, проводятся дополнительные исследования. Дополнительные исследования проводятся во время беременности. Во время беременности. Сейчас мы с вами живем, говорю, в век высоких технологий. И вполне возможно, даже при наследственной патологии, родить здорового ребенка. То есть у ребенка берется анализ, у плода, у будущего ребенка берется анализ, вот, он очень изучается вот, на специальном оборудовании, специальными обученными врачами, и делается заключение, здоров этот ребенок, или он тоже является носителем, или, к сожалению, больным. Если эта болезнь непоправима при помощи, значит, врачей, при помощи всех высоких технологий, которые сейчас применяются, значит, созывается консилиум врачей, и мы, к сожалению, принимаем решение о прерывании беременности по медицинским показаниям, ну, чтобы не родить больного ребенка. Вот у нас есть такие пренатальные консилиумы, на которых мы, к сожалению, принимаем иногда такое решение. Но это выход. А сейчас мы еще дальше пошли в высоких технологиях. Что делается? Вы, наверное, слышали о экстракорпоральном оплодотворении, пробирке, дети в пробирке, да ведь? То есть тогда, когда оплодотворение происходит вне организма, а в пробирочке. И вот когда слияние 2 клеток произошло, и правильно это произошло, или неправильно это произошло, да, делается до того, как подсадили в полость матки. То есть не надо аборта делать женщине. И женщине в полость матки подсаживается здоровый и качественный эмбрион. Сейчас это делается и у нас в Республике Саха-Якутия, это уже как бы делается, да? Вот, и в центральных городах тоже, значит, в Москве, в Питере, в Новосибирске все эти анализы проводятся. То есть берется анализ, и мы точно знаем, что, значит, вот эта будущая жизнь, она здоровая, она качественная, и она подсаживается в полость матки. И во время беременности, для того, чтобы посмотреть, как развивается ребенок, мы делаем, значит, ультразвуковой скрининг.
да, ультразвуковой скрининг, то есть при помощи ультразвука смотрим на ребенка. Вы в фильмах, наверное, видели, да, ведь, как фотографируют еще не родившегося ребенка, и он уже полностью сформирован в 12 недель, например, первый скрининг, да, и там уже у ребенка мы носик смотрим, какой длины, шейка какая у ребенка, толстая, не толстая, значит, да, то есть вот определенные признаки. И берем биохимический анализ, скрининг берется. Если есть какие-то отклонения, мы сразу проводим дополнительную инвазивную диагностику. Из плодного яйца берутся дополнительные клетки, и они изучаются тоже. Вот. И только после этого дальше продолжается жизнь женщине выхаживать беременность. А уже второй ультразвуковой скрининг – это когда уже 4 месяца беременности, и мы уже видим органы и системы, как созрела сердечная система сосудистая, как дыхательная, как головной мозг у ребенка, да, созрел. Может быть, там что-то, какие-то нарушения есть, да. Вот. И в этот период мы как бы тоже принимаем решение, если, например, грубая есть какая-то патология, то иногда мы ставим вопрос о прерывании беременности, значит, до 22 недель. Ну и сейчас мы с вами научились выхаживать, ну, в смысле, медицинское сообщество научилось выхаживать и выхаживает уже 500-граммовых детей. 500 граммовых. Раньше, если мы вот до 2012 года выхаживали килограммовых детей, только вот когда килограмм, а до килограмма это выкидыши были. То есть мы их не оживляли, не реанимировали. Ну, японцы, они впереди всей планеты, они начали это выхаживание и доказали, что 500-граммовые дети при правильном уходе и при правильном лечении, и при правильной реабилитации, они становятся полноценными членами нашего общества. И мы сейчас вот в перинатальных центрах, у нас 2 перинатальных центра в городе Якутске, да, у нас есть реанимация новорожденных детей. И вот в этих отделениях выхаживаются вот эти 500-граммовые дети. Вот, ну, значит, хочу сказать, что такой ребенок, рожденный раньше срока, 500-граммовый, он, конечно, будет болезненный ребеночек. И много сил надо потратить для того, чтобы у него все вот эти органы созрели и догнали своих сверстников. К сожалению, конечно, это тоже будет болезненный ребенок. Поэтому вы хорошо должны знать, что, значит, как забеременели, значит, да, до 3 месяцев вы становитесь на учет, и до 9 месяцев наблюдаетесь у врача-акушер-гинеколога. Нормальные роды должны закончиться в 9 месяцев, 9 полных месяцев или 10 полных месяцев. И ребенка должны родить более 2,5 килограмм тогда. Да? Вот. Ну и сейчас я хочу вас, наверное, обрадовать, молодой, да? Значит, молодых слушателей сегодняшней нашей лекции о том, что сейчас роды – это не так страшно. Почему не так страшно? Ну, во-первых, у нас палаты стали не такие, значит, изолированные. Сейчас у нас на роды пускается близкий человек. То есть можно пригласить на роды своего супруга, отца будущего ребенка. Чаще всего так и бывает, супруг присутствует в родах. Можно пригласить маму на роды, можно пригласить сестру, а можно пригласить родную тетю, которая врач, например, да? Вот, на роды. И вдвоем, значит, со своим родным человеком. То есть не только незнакомый будет врачебный и сестринский персонал, а будет, значит, вот родной человек, который поможет вам выдержать все периоды, значит, родов. Ну, особенно первый период родов, это самый тяжелый, когда схватки у женщин начинаются и происходит раскрытие шейки матки. Ну, в фильмах это все хорошо показано, даже в исторических фильмах, ну, в обычных фильмах тоже показывается, как женщины рожают. И, конечно, вот в этот период, именно тогда, когда женщине, значит, она должна пережить этот страх, должна пережить эту боль, вот, ей очень помогают близкие люди. И мы, врачи-акушер-гинекологи, уже привыкли к тому, что в родах у нас присутствует, значит, ну, вот, небольной человек, потому что роды – это норма, это здоровье, это физиология, то есть это норма. И родной человек помогает женщине родить этого ребенка. А раньше-то у нас было так, что мы женщину переодевали во все стерильное, например, никого не подпускали, да. А сейчас у нас законодательство поменялось, и даже сейчас родных пускают даже в отделение реанимации, А мы тем более, значит, да, у нас даже когда женщина рожает путем операции кесарево сечения, мы все равно папу тоже разрешаем папе присутствовать в родах. То есть тогда, когда женщина, значит, извлекли ребенка,
из брюшной полости. Вот, женщина в сознании, сейчас наркоз очень хороший, делается местный наркоз, да? То есть женщина в сознании, она слышит, как родился ее ребенок, как закричал ее ребенок, она слышит, да? Вот, и мы передаем этого ребенка, значит, женщине сначала, а потом папе уже. Вот, ну и сейчас у нас, вот мы ребенка сразу от мамы не отдаляем. Мы ребенка выкладываем на животик мамы. Этим мы уменьшаем стресс ребенка, значит, от того, что он попал в окружающую среду. Он же находился в околоплодных водах, ему там было тихо, тепло, температура 37 градусов была, да? А он родился 25 градусов, ему холодно немножко, яркий цвет его раздражает, да? Вот, и он маму теряет, он сердцебиение мамы теряет. А когда выкладываешь ребенка на животик, он сразу успокаивается, потому что он слушает сердцебиение мамы. И через 30 минут где-то у него появляется сосательный рефлекс. И вот как природа сделала, да, что, значит, вот человек должен, конечно, вот в смысле родить ребенка, должен увеличивать свое потомство, свое, значит, родное количество своих детей. Ребенок сам находит грудь у мамы, да, вот когда на животике лежит, он так тихонечко начинает, значит, передвигаться к молочным железам и, значит, присасывается к груди, и первое молозиво он получает как раз на родильном столе. Даже тогда, когда женщина 2 часа вот лежит на родильном столе, первые 2 часа, уже ребенок, значит, первое молозиво получает. А почему? Оказывается, это доказано уже научными исследованиями, что молозиво, которое вырабатывается в первые часы после родов, оно содержит комплекс защитных, значит, определенных лекарственных средств. Да? То есть это защита, это иммунная защита, которую мама передает своему ребенку. А раньше было не так. Раньше ребенка сразу, значит, отдельно, значит, он находился в отделении новорожденных детей. А сейчас, значит, он находится с мамой. И все, значит, защитные, значит, свои силы мама отдает с молозивом ребенку. И после того, как она родила ребенка, мы их тоже не разлучаем. Да? Она также, мама продолжает с ребенком находиться в течение всех тех дней, когда она находится, значит, после родового отделения. То есть у нас совместные палаты сейчас. И сейчас рожать, конечно, очень комфортно. В каком плане? У нас 2, значит, перинатальных центра, современных перинатальных центра. У нас палаты максимум на 2 женщины, только, да? И при этих палатах у нас все удобства, то есть душ, туалет, то есть пеленальный столик, и ребенок находится все эти дни с мамой. То есть условия у нас очень хорошие для того, чтобы, значит, ребенок первые сутки, когда он привыкает к окружающей среде, он находился в благоприятных условиях. И в этот период, значит, присматривают за мамой и за ребенком, присматривает врач-акушер-гинеколог и врач-неонатолог. Они подсказывают маме, как правильно прикладывать к груди. И сейчас по часам мы не кормим детей. Мы кормим детей по требованию. То есть, если ребенок хочет, мама ему дает грудь. И в наших отделениях вы сейчас не услышите детского крика. Они не плачут, потому что мама жалеет своих детей. Ребенок только начинает плакать, она сразу ему грудь дает, да? Вот, ну, боялись, что как будут у нас там трещины на молочных железах, на сосках, например. Но, оказывается, этого не случается. При правильном, значит, уходе за молочной железой все получается так, как, значит, предназначено природой. И у женщины у нас и маститов сейчас реже стало встречаться, потому что постоянно, значит, молоко отсасывается ребенком. И таких застойных явлений в молочной железе нету. Вот. Ну и потом уже на 3-5 сутки мы выписываем счастливую маму с ребенком. И самое главное, да, вот когда ребенок находится у нас в отделении новорожденных детей, вот в смысле неонатологи, врачи за ним смотрят, они делают полное обследование ребенка. Это тоже вот стало, значит, возможно тогда, когда у нас открылись перинатальные центры. То есть ребенок не просто как бы вот осматривается, а используются дополнительные методы исследования. Это ультразвуковое исследование головного мозга. Если у ребенка услышали шумы в сердце, ему проводят ультразвуковое исследование, значит, сердца и смотрят, как оно сформировано, как оно работает. И если при каких-то находках при патологических рядом с нами находятся педиатры,
микропедиатры, неонатологи, и они помогают нам сделать так, чтобы вовремя заметить какую-то патологию и вовремя это скорректировать. То есть это вполне стало реально и возможно. И нашим молодым, значит, мамам, например, да, вот когда если вдруг какая-то на ультразвуковом исследовании находится какая-то патология, мы сейчас можем провести даже детальное исследование, и беременным женщинам проводится магнитно-резонансная томография. То есть не только мы маму видим, а видим ребенка, который находится в полости матки, и как он сформирован, правильно у него сформированы органы. И если есть какая-то патология, значит, сейчас, значит, медицина пошла еще вперед, сейчас проводятся внутриутробные операции. Внутриутробные операции. То есть в полости матки непосредственно, да, при помощи специальных инструментов проводится коррекция тех пороков, которые обнаружили при ультразвуковом исследовании или при магнитно-резонансной томографии. Это вполне реально. Вот. Но сейчас у нас только начали в Республике Саха-Якутия этим заниматься, да, вот, а мы отправляем, значит, вот если какую-то патологию видели, мы отправляем, значит, таких детей в Москву, в Санкт-Петербург, в Новосибирск, в город Томск отправляем. Ну и, наверное, вы хорошо помните, значит, и знаете, наверное, из средств массовой информации о том, как у нас родилась, значит, четверня. Помните, да? А вот очень молодые люди, вот, они забеременели естественным путем, да, и у них родилось 4 детей. 4 детей. Она значит, относительно неплохо под присмотром врачей наблюдалась во время беременности. И когда стал вопрос о родоразрешении, значит, у нас не хватало коек реанимации для новорожденных детей. А эти дети все равно, они, значит, были маленькими по весу, и мы договорились с томскими врачами. И, значит, у них отделение было на большее количество коек, и они, значит, приняли нашу, значит, женщину. И родоразрешили, и сейчас они уже большие дети, уже говорят, уже ходят, уже бегают, эти дети. Благодаря тому, что вовремя была, значит, во-первых, диагностирована, значит, вот такое течение беременности, вот многоплодная беременность это называется. По идее, эта женщина должна выхаживать одного ребенка, он тогда рождается нормального веса и нормальные сроки. А при многоплодной беременности, даже при двойне, когда двойня, дети рождаются раньше, на несколько недель, и они требуют более тщательного ухода. А когда их там 4 в животе было, конечно, они родились рано. Они родились на, значит, 6-м месяце беременности. 6 полных на 7-м месяце беременности родились. Вот. Но, тем не менее, дети полностью догнали своих сверстников сейчас, да, и мы радуемся этой беременности. А пока я вот ждала сейчас, вот когда закончит лекцию Виктор Данилович, ко мне подошла женщина и со мной поздоровалась. Оказывается, она выхаживала беременность еще тогда, когда я начинала только работать это в гинекологическом отделении Якутской республиканской клинической больницы. Вот очень тяжелая беременность была, я ее вспомнила, мы выхаживали, и она почти 6 месяцев находилась в стационаре. И вот она родила девочку, и эта девочка стала врачом. И сейчас уже работает, значит, врачом-анестезиологом, заведующим отделением в городе Москва. Вот видите, как здорово, если правильно подойти к беременности и правильно и вовремя, значит, провести какие-то лечебные мероприятия, да, значит, профилактические мероприятия, вполне реально можно родить и нужно рожать здоровых детей. И для того, чтобы наша республика росла и развивалась, да, нам требуется, чтобы у нас постоянная прибыль населения была. Кстати, мы, Республика Саха-Якутия, относимся к тем регионам в Дальневосточном федеральном округе, где практически мы лидирующие, да, занимаем лидирующее положение по естественному приросту. То есть у нас население умирает меньше, а рожают наши женщины хорошо. Особенно в сельской местности, там обычно 4-5 детей. Вот. А как врач-акушер-гинеколог я хочу сказать, что для нормальной репродуктивной функции женщины, женщина должна родить минимум 3 детей, минимум 3 ребенка она должна родить. Для того, чтобы у нее правильно функционировала матка, правильно функционировали яичники. И она хорошо вошла в состояние, значит, вот покоя своих яичников, это после 50 лет. Почему так нужна беременность женщины? Это физиология, это норма.
Вот. Во время, значит, беременности 9 месяцев женщина не менструирует, она кровь не теряет, яичники у нее отдыхают. И когда яичники отдыхают, меньше вырабатывается гормона эстрогена, меньше, значит, пролиферативных растущих процессов. А вот та женщина, которая не рожает, у нее постоянная овуляция, постоянная менструация. И это стресс для организма. И, к сожалению, у таких женщин чаще встречаются доброкачественные опухоли. Это миомы матки, пролиферация идет, понимаете, постоянно пролиферируется. Каждый месяц матка готовится к вынашиванию беременности, там нарастает эндометрий такой, да, а нету беременности, да, и этот эндометрий отпадает, ну, когда менструация приходит, и начинается кровотечение. И мы, акушер-гинекологи, говорим, вот когда менструация, значит, мы говорим о том, что матка плачет кровавыми слезами о несостоявшейся беременности, к сожалению. Да, но это правильно, это так. И она превращается в раневую поверхность. И в этот период женщина может подхватить какую-то болезнь. А организм у нее ослаблен, раневая поверхность, инфекция, например, да, смена полового партнера. Пожалуйста, у нее как раз воспалительный процесс. И все. А потом бесплодие начнется у такой женщины. И поэтому сама беременность, 9 месяцев женщина отдыхает от менструации, нету раневой поверхности, нету пролиферации, да, ну там ребенок растет, понимаете? А вот, и, значит, вот таких вот перерывов для женского организма нужно минимум 3 беременности, минимум, ну хотя бы, говорят, Роза Дмитриевна, в наше время 3 беременности это очень много, но я сейчас вот молодое поколение, оно все-таки, знаете, они немножко вот более позитивный настрой у них, наверное. Оно с чем связано? Это, наверное, связано с тем, что ну, все-таки правительство хоть немножко, но помогает. На второго ребенка почему идут? Потому что у нас материнский капитал, ну, почти 500 000 дает Российская Федерация. А с этого года дополнительно к этому 500 000 дается еще 30% от этой суммы, значит, региональные выплаты идут. То есть женщина получит где-то более, значит, 600 тысяч, где-то 700 тысяч за рождение второго ребенка. А за рождение третьего ребенка наша республика приветствует многодетность. Да? И за рождение третьего ребенка наша республика дает 130 тысяч уже. Было когда-то 100 тысяч, с индексацией стало 130 тысяч. Сейчас даже больше. И дает бесплатный участок многодетным нам. Ну и, соответственно, пособие, льготы многодетной семье. Значит, 3 детей считается уже многодетная. И мама на пенсию выйдет в 50 лет, если она родит 3 детей. Об этом тоже нужно подумать, об этом тоже нужно будет как бы вот, быть, экономические расчеты проводить в своей будущей жизни. Вот. Ну и, конечно, я хотела бы, наверное, еще сказать о том, что женщина, вот, когда во время беременности, многие женщины во время беременности расцветают. Им это состояние, оно изнутри женщина вся светится. Вот. И любой врач-акушер-гинеколог очень любит беременную женщину, потому что, во-первых, она носит ребенка, вот, она вся светится изнутри. Вот. И помочь ей, значит, врачи-акушер-гинекологи считают это, конечно, своей большой задачей, чтобы эта беременность протекала без осложнений и родился живой и желанный, и самое главное, здоровый ребеночек. Самое главное, конечно, для того, чтобы беременная женщина в срок разрешилась здоровым крепышом. Ну и, наверное, для нашего поколения я скажу еще о том, что мы сейчас, для молодых особенно, перешли, к сожалению, к углеводному питанию. У нас, у якутов, мы были, белковое питание у нас было. Мы мясо кушали, рыбу кушали, наши, родители, например, больше, например. Ну и мое поколение тоже, мы больше предпочитаем мясо, например. А нынешнее поколение, современное поколение, оно все-таки дает предпочтение углеводам. И, к сожалению, сейчас одной из такой основных причин патологического течения беременности стало, рождение крупных детей. Это, значит, 4-килограммовых детей. А вот я, как акушер-гинеколог, не всегда радуюсь, когда слышу, что кто-то родил 4-килограммового ребенка, потому что я знаю, как ребенок проходит через родовые пути.
через кость малого таза проходит, а кости малого таза в родах не раскрываются и не закрываются. Да? У ребенка происходит формирование головки, то есть кости черепа чуть-чуть складываются, деформируются, чтобы пройти по родовым путям. Чем он больше, тем, соответственно, больше будет деформация головки. А что такое деформация головки? Это травма головного мозга. И поэтому, когда люди радуются, говорят: «О, родила богатыря 4 с лишним килограмма», я не радуюсь. Я обычно радуюсь, значит, ребенку, который родился 3 килограмма, 3200. Вот он будет здоровее, этот ребенок. А 4-килограммового можно родить, когда женщина рожает во 2-й раз, в 3-й раз. Родовые пути уже подготовлены предыдущими родами. И да, она может тогда более безболезненно родить более крупного ребенка. Ну, конечно, в каждом случае это индивидуально. Но тем не менее, я хочу молодому поколению пожелать, чтобы во время беременности вы, значит, больше были на белковом питании. На белковом питании, на фруктах и овощах. Ребенок у нас, он же забирает у мамы белок, да, ведь у него же все клетки-то из белков состоят, весь организм, все системы состоят. И он забирает это все, а мама должна это восполнить. И, к сожалению, лучше съесть, в смысле, вот женщины наши сейчас, молодые женщины, они больше предпочтения дают, например, фастфуду. Быстренько раз перекусила и углеводами, да, и насытилась, например. А ребенку этого недостаточно. И, к сожалению, значит, во время такого питания, во время беременности возникает гестационный сахарный диабет во время беременности. То есть, гестационная, гестация – это беременность. Значит, сахарный диабет во время беременности. И дети рождаются крупными. Вот это очень неправильно. И вот из-за такого питания женщины, молодые женщины, поправляются за беременность. Значит, вот я знаю, это в нашей практике практически довольно часто встречается. Женщина поправляется, значит, на 15-20 килограмм во время беременности. Не должно быть такое. Это патология. Это неправильное питание. Женщина во время беременности должна поправиться максимум на 10 килограмм. Всего на 10 килограмм. И тогда у нее не будет такой нагрузки на сердце, на печень, на почки. Они же работают за двоих. Вот. А вы представляете, вот вам дать или одно ведро воды, и вы с ним будете 9 месяцев ходить, да? Или вам 2 ведра воды дать, и вы будете ходить. Какая нагрузка на сердце, какая нагрузка на легкие будет. Вот. Поэтому, значит, женщина молодая должна знать о том, что она должна правильно питаться. И должна быть физическая нагрузка, чтобы выдержать роды и родовый процесс. А у нас как? Ой, я забеременела, все. Ручки кверху. Дома она полы не моет, не убирается, ничего не делает. Кушай, моя хорошая, что ты хочешь? Вот тебе мороженое, вот тебе конфетка, вот тебе булочка, пожалуйста, да? Это неправильно. Это неправильно. Такого не должно быть. И я говорю, что беременная женщина должна заниматься умеренной физической нагрузкой. Полы она должна мыть не при помощи всяких современных приспособлений, да, роботов, которые, значит, у нас убирают сейчас, да. Это, наоборот, для более пожилого возраста, мне кажется. А молодая беременная женщина должна мыть полы без швабры даже, в колено-локтевом положении, да. То есть вот так, как наши бабушки мыли полы, например. Почему наши бабушки раньше хорошо рожали? По 9, по 8 человек. Потому что они всю свою беременность были физически занятыми. Они выполняли всю домашнюю работу. Все выполняли. А оказывается, для почек у беременной женщины самое физиологическое положение – это коленно-локтевое положение. То есть, полы, когда мы моем на корточках, это самое благоприятное положение для почек. Почему? Потому что во время беременности матка занимает всю брюшную полость и сдавливает почки, когда мы вертикально ходим. И у женщины к концу беременности появляются отеки, у любой женщины. А та женщина, которая 3 раза в день находится в таком положении, я говорю, как кошечка. Пожалуйста, потанцуй, выгни спинку. Да, потому что стоять 20 минут просто так в колено-локтевом положении очень трудно. А двигаться и читать перед собой. Тот же планшет перед собой положили, почитали 20 минут, подвигались, потанцевали, да. Потянулись, как кошечка, например, все свои мышцы расслабили.
Вот все, пожалуйста, и почки хорошо работают, и отеков у вас нету, и лишних килограммов во время беременности нету. И женщина, она должна быть физически сильной, потому что роды – это тяжелый физический процесс. Особенно период, когда женщина находится на уже родильном столе, и она когда тужится. А что такое тужится? Это же сила. Женщина должна быть сильной. Поэтому умеренные физические нагрузки должны быть, конечно, по состоянию женщины. Обязательно под контролем врача. И любая беременная женщина, она каждую неделю после декрета наблюдается у врача-акушер-гинеколога для того, чтобы у нее не было никаких отклонений. Если какие-то отклонения, значит, врач-акушер-гинеколог принимает профилактические меры для женщины. Вот, и все становится как бы на круги своя. Вот, и поэтому я вот, например, радуюсь, когда наши девочки рожают вовремя. Значит, первого ребенка мы с вами договорились, рожаем до 25 лет. Как супруг должен быть молодой, потому что клетки должны быть молодыми и здоровыми, да? Так и мама, значит, должна быть. И выполнить свою функцию. Организм когда у нас молодой? Оказывается, наш организм молодой только до 35 лет. После 35 лет идет уже старение организма, и об этом вы должны знать. Но если вы занимаетесь здоровым образом жизни, если вы занимаетесь ПП, правильным питанием, да, то и, конечно, и в 40 лет женщина может быть молодой, и она может сохранить, значит, потенциал своего здоровья. Но, к сожалению, у нас редко такое бывает. Вот, и мне говорят, ну, на Западе же, вот Роза Дмитриевна рожает же после того, как там учебу, карьера, материальный достаток. Ну, рожает где-то ближе к 35 годам. А я говорю, вы не сравнивайте, пожалуйста, да, сегодня говорил, Виктор Данилович об этом говорил, да, мы с вами провинциалы, вот, значит, в развитых странах у них, значит, отношение к здоровью несколько другое, у них ответственное отношение к своему здоровью. Почему у них ответственное отношение к своему здоровью? Потому что они платят денежки за свое здоровье, болеть они не хотят. Почему они не хотят болеть? Потому что это все уйдет с их страховых взносов. А если не хватит страховых взносов, они будут платить свои наличные деньги. А медицина там дорогая. Да ведь? Поэтому они что сделают? Лучше они профилактически не заболеют. Вот, и сделают так, чтобы у них родился здоровый ребенок. Потому что если родится большой ребенок, соответственно, у них очень будет много материальных затрат. А они это все просчитывают. Вот. А нас немножко, конечно, значит, расслабило советское здравоохранение бесплатное. Ну и сейчас нас расслабляет немножко, конечно, и, значит, страховая медицина. То есть за нас оплачивает, ну это мы взносы платим, тоже обязательно медицинское страхование, вот, но все равно это в какой-то мере получается бесплатно. Но хочу вас сказать, что это недолго будет. Вот сейчас мы переходим, вы все знаете хорошо о том, что значит, у нас появляется новое законодательство, вот, и определенная часть, значит, медицинской помощи, она все равно окажется платной. И вот чтобы, ну, все-таки меньше платить и быть здоровыми, да, лучше всего профилактически делать так, чтобы не заболеть. Вот. Ну, особенно, наверное, вот, ну, дорогая помощь какая-то, конечно, вот по акушерству, по гинекологии очень бывает дорогостоящая помощь. У стоматологов тоже помощь бывает очень дорогостоящая. Ну, кто был, например, да, вы знаете, если у вас родственники живут где-то за пределами Российской Федерации, вот они приезжают сюда лечить свои зубы и делать операции по ОМС они делают. Это то, что у них гражданство остается, они восстанавливают свой полис и оперируются здесь, потому что прооперироваться за пределами Российской Федерации это вылетит, конечно, в очень большую копеечку. Поэтому они это все просчитывают, да, и занимаются, значит, здоровым образом жизни и правильным питанием. Ну и, наверное, вот я хочу, наверное, сказать еще о том, что от врачей, вот наше население почему-то привыкло к тому, что все зависит от врачей, да? Вот как врач меня вылечит, вот так я, в смысле, буду здоровым, и это. Я вас хочу разуверить. Оказывается, качество нашего здоровья на 50%, даже больше, да, по, значит, определению Всемирной организации здравоохранения, более 50% зависит наше качество здоровья от образа жизни. Да? Вот. А что такое образ жизни? Это как я кушаю, как я сплю,
как я занимаюсь физическими нагрузками, вот мой образ жизни. От этого на 50% зависит мое здоровье. То есть если я не буду спать, если я буду неправильно кушать, соответственно, 50% моего здоровья оно уйдет. А мы почему-то думаем, что все врач. А оказывается, от здравоохранения зависит всего 10% вашего здоровья. А 25% вашего здоровья зависит от генетики, которую передали вам родители. И 20% зависит от того, от экологии. То есть вот то, окружающая среда, экология у нас, я считаю, в Республике Саха-Якутия, я думаю, она неплохая. Все-таки у нас чистая вода, чистый воздух. Вот, я думаю, у нас это есть. Значит, получается, более чем на 50% это все будет зависеть от нас, как мы относимся к своему здоровью. И вот особенно, когда беременная женщина, если она ответственно подходит к своему здоровью, она будет правильно питаться, она будет правильно выполнять все рекомендации и останется здоровой в течение всей беременности и сделает так, чтобы роды были для нее радостью, да, чтобы для нее вот рядом будет муж, значит, присутствовать в родах, да, и рождение ребенка будет счастьем для них. Я вот просто хочу сказать о том, что вот когда ребенок рождается, и крик ребенка, здоровый крик, и ребенок рождается розовеньким, хорошо кричит, мама радуется, акушер-гинекологи, неонатологи радуются. А иногда же бывают какие ситуации? Ребенок не кричит, да? Рождается в состоянии гипоксии, нехватки кислорода, например, да? А с чем связано? Вот связано с тем, что, может быть, женщина не совсем неправильно тужилась. То есть тужится, вытуживает ребенка она сама, не врач рожает ребенка, а мама рожает этого ребенка. И она должна пройти специальную подготовку к родам, как правильно себя вести в родах. А вот, разные же есть. Вот вчера была программа, да, о том, как роды в воде. Оказывается, это все равно осталось. Вот есть, оказывается, такое направление, когда женщина рожает в воде. Но это считается, значит, меньше болезненность. Женщина меньше переносит боль во время тогда, когда она в воде находится. Потому что вода амортизирует, и ребенок мягко как бы проходит через родовые пути. Но там высок риск того, что ребенок заглотнет воду и может поперхнуться, в смысле, задохнуться от воды. Вот, и кровотечение можем не распознать во время такой ситуации. Я считаю, что все должно быть так, как нам, значит, природа, как нам, значит, назначила рожать женщину, да, в обычных условиях, да, она должна так и рожать. А выдумывать какие-то, например, там в воде где-то, там на высоте, некоторые поднимаются, например, да, на высокогорье, например, считают, что там больше кислорода и легче будет как бы гипоксия там, соответственно, кислорода мало, а ребенок будет требовать больше кислорода. То есть там свои у них плюсы и минусы, когда женщина поднимается, значит, на высокогорье и там рожает. Я считаю, что это должно быть так, как рожали наши бабушки, как рожали наши прабабушки, и мы также должны с вами рожать. Да, и вот, хочу сказать о том, что у наших прабабушек было самое физиологическое положение в родах. Наши бабушки, наша народность, да, вот они рожали на корточках. Угу. Вот моя бабушка, она рожала на корточках. И оказалось, что сейчас вот провели многоцентровые исследования, научные исследования провели. И оказывается, самое физиологическое положение, когда женщина рожает на корточках. Вот тогда ей тужится легко. А раньше там и женщину укладывали горизонтально и говорили ей: тужься, тужься, тужься. А как она будет тужиться лежа-то? Она щеки-то и надувала, и у нее появлялись кровоизлияния на щеках, на глазах появлялись, она в лицо тужилась. Она никак не понимала, что нужно тужиться вниз. А когда вот ее посадили на корточки, сама земля, сама гравитация помогает женщине правильно распределить свои силы и, значит, родить ребенка, вытужить ребенка. И сейчас мы женщине в родах придаем это физиологическое положение, приподнимаем голову, поднимаем, значит, верхний пояс у женщины, вот, и, значит, придаем ей такое положение, как на корточках. А в центральных, в платных клиниках сейчас пошли даже, значит, по другому направлению. Там они комфортные условия создают. У них специальные кровати появились. Но они есть тоже, и может закупить любой роддом, но они только дорогие, эти кровати для родов. Это роды для вертикальных родов. Кровати для вертикальных родов. Там такой шест,
Ага, в середине этой кровати. Вот. И когда мы увидели эту кровать, я так подумала, ну, получается, вот как женщина танцует же у шеста, вот практически такая же ситуация. Беременная женщина, значит, у нее специальное приспособление есть, она держится за этот шест и тужится вертикально. И сама вот природа, мать, сама гравитация помогает ей правильно распределить свои силы. И ребенок рождается без травм. И сейчас акушерки не применяет никаких пособий в родах. То есть мы не ребенка, никаких пособий, женщина рожает сама, только сама. То есть все физиология должно быть. А то раньше говорили, вот врачи-акушер-гинекологи неправильно приняли мои роды. И, значит, головка у ребенка там на бок повернулась, или, значит, кривошея у ребенка, что это все причина от того, что неправильно приняли роды. Сейчас у нас, значит, есть стандарты, и по этим стандартам мы работаем, и никаких пособий в родах мы не применяем. Женщина рожает ребенка сама. То есть все так, как положено по природе. И так, как должно быть, так, чтобы женщина родила здорового ребенка. Ну и как врач-акушер-гинеколог я хочу вам сказать, что, конечно, и в семье, и, значит, в здоровье многое зависит от женщины. Как женщина относится к себе, к своему здоровью, то и такое же отношение будет и у вашего супруга, и такое же отношение будет у детей к своему здоровью. То есть должно быть правильное отношение к своему здоровью. И еще раз хочу вам сказать, что на 50% ваше здоровье в ваших руках. Вот от врачей, акушер-гинекологов, к сожалению, всего 10-15% зависит.